Здравствуйте. Большая часть сегодняшнего выпуска передачи будет посвящена рассказу об объединительной конференции партии «Справедливая Россия». Региональное якутское отделение претендует на то, чтобы быть вторым по численности в нашей республике. Поэтому это очень важно, что они собираются и как собираются делать члены этой партии в ближайшем будущем. Но об этом сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Накануне депутаты Госсобрания согласились с представлением президента Путина о наделении полномочиями президента Якутии на второй срок Вячеслава Штырова. Заседание парламента продолжалось 2,5 часа и в целом прошло спокойно. Возмутителями спокойствия оказались коммунисты, их претензии касались ближайшего окружения главы республики. Нельзя не отметить и того, что, как мы с тобой и говорили раньше, основным-то вопросом оказался все-таки кадровый. Да, но наступила ясность пока о будущем двух коммунистов, о заместителях председателя правительства Александре Власове и Артуре Алексееве. А лидер коммунистов Госсобрания Александр Гаврилев заявил, что на встрече парламентской фракции Вячеслав Штыров практически пообещал их обоих оставить в составе правительства. Да. Наверное, еще стоит напомнить, что, собственно говоря, перспектива трудоустройства всех остальных членов, нынешних членов правительства, станет сразу после того, как президент Штыров принесет присягу. Ожидается, что случится это в январе 2007 года. И еще одно заметное событие произошло в четверг. На аукционе был продан контрольный пакет Сахателекома. Дочерняя структура Связь Инвеста выложила за этот пакет почти 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Торги закончились на 7-м шаге. В них приняло участие 3 компании, и прямо перед аукционом почему-то отказалась от участия компания Норильск-Телеком. Но официальных итогов, комментариев, вернее сказать, итогов этого аукциона пока еще нет, а из неофициальных следует, что ожидалась победа вообще-то другой компании, Комстара. И судя по ходу торгов, именно они очень хотели победить, да, поскольку именно представитель этой компании делал предложение, в основном они делали предложение, а третий участник вообще просто присутствовал. Хотя надо сказать, что из тех же неофициальных комментариев следует, что победа Дальсвязи, вернее, в общем-то даже положительно, позитивно для нашей республики. Дело в том, что Дальсвязь — это структура, которая входит в Связь Инвест. Связь Инвест — это государственная компания, и поэтому считается, что, в общем-то, политическому руководству нашей республики можно будет найти общий язык с этой государственной структурой и таким образом отстоять гарантии северян в то, что касается обеспечения услугами телефонной связи. Именно эти гарантии и были камнем преткновения при обсуждении вопроса о приватизации Сахателекома в Госсобрании республики. А на очереди сообщение из прокуратуры. Оно касается опровержения информации газеты КМ о якобы возбуждении уголовного дела в отношении председателя Госкомторговли Родиона Федорова по результатам проверки соблюдения законодательства по обороту алкоголя. Прокуратура сообщает, что проверка на эту тему только лишь проводится. В среду в актовом зале Академии наук нашей республики прошла объединительная конференция общероссийской партии, вернее сказать, регионального отделения «Справедливая Россия. Родина, пенсионеры, жизнь». Таково ее полное официальное название. По предварительным данным, якутское отделение этой партии претендует на то, чтобы занять второе место по численности партийных организаций в нашей республике. Обращаясь к делегатам конференции, Федет Тумусов, немного забегая вперед, скажу, что он по представлению Сергея Миронова был избран руководителем регионального отделения. Так вот, обращаясь к делегатам конференции, он заявил, что уже в ближайшие дни, может быть месяцы, недели, региональному отделению предстоит создать свои представительства во всех улусах и городах нашей республики с тем, чтобы кратно в ближайший год увеличить численность партийных рядов. И делать это придется в условиях, как он выразился, давления чиновничьего аппарата. Я бы хотел выразить особую благодарность своим коллегам Евгению Карловичу Прокопьеву, Николаю Николаевичу Дьяконову, которые проявили особое мужество и мудрость, несмотря на давление некоторых особо политизированных сотрудников администрации. Они, мы пришли к соглашению, долго спорили, несколько раз встречались, и тем не менее мы достигли соглашения, которое учреждено президиуму. Кстати говоря, я хотел бы сказать, что те, кто своими неуклюжими и неумелыми действиями подводят президента нашей республики
Строя Вячеслава Анатольевича. Одним из слагаемых успехов деятельности партийцев Федот Тумусов видит в конструктивном диалоге с местными властями, и, по его мнению, первые шаги в этом направлении уже сделаны. По всем предложениям мы встретили понимание и одобрение президента Республики Вячеслава Анатольевича. Он сказал, эти вопросы все будут внимательно рассмотрены и в той или иной мере будут использованы в работе правительства и президента республики. Таким образом, я думаю, что начало конструктивного диалога нашей фракции и, естественно, нашей партии с руководством нашей республики, я думаю, заложены первые кирпичи. Далее Федот Тумусов довольно пространно рассказывал о тех задачах и целях, которые нужно будет решать в ближайшее время справедливой России в нашей республике, и обратил внимание на то, что часть этих задач уже, в общем-то, апробирована членами партии и получила позитивную оценку, и не только в Якутии. Все социальные вопросы, финансирование социальных проблем, то, что финансирует государственный бюджет, то, что идет на образование, на сельское хозяйство, на жилищно-коммунальное хозяйство, на здравоохранение, они должны идти через семейные счета. Мы некоторые виды апробировали и получили огромную поддержку населения. Мы думаем, что эти предложения наши в новых условиях сформулируем, и мы радуемся, что президент страны уже некоторые наши соображения, совпадают наши соображения тем, что делает и реализует президент страны. Также я думаю, что мы сформулируем в новых условиях идею нашего аграрного рубля, смысл которого заключается в том, что сегодня существует вопиющая несправедливость, когда чем дальше деревня от центра, тем ниже доход и тем выше цены. Вот это противоречие, у нас есть конкретные предложения, механизм, как вот эти противоречия снять в условиях нашей необъятной республики. И последняя составляющая категории социальной справедливости – это борьба с бедностью. Не должно быть бедно в 21 веке. Но, к сожалению, сегодня цифры говорят об обратном. У нас 30%, а на селе около 50% граждан живут за чертой бедности. Что касается выступлений делегатов конференции, то, как оказалось, очень многие из них были настроены достаточно радикально относительно оценки процессов, происходящих в нашей стране. Складывается впечатление, что шоковая терапия – это непрерывный процесс в нашей стране. Тот курс, который был избран и ныне продолжается правящей политической элитой в стране, он ложный. О партии «Справедливая Россия» говорят как о кремлевском проекте. Как выяснилось в ходе конференции, многих делегатов это настораживает. Процесс идет сверху. Значит, нет прочной почвы фундамента. Во-вторых, власть проявляет в образовании новой партии заинтересованность. Стало быть, вдруг наша партия может превратиться в карманную. На сегодня завоевать доверие народа стало очень нелегко, практически невозможно. Потому что тактика партий, властных структур, принятие программ построено на тактике обмана, пустых обещаний и голых программ. Эту же тему продолжила еще одна делегат конференции, отталкиваясь от известного изречения относительно того, что у Кремля теперь две ноги. Была правая нога «Единая Россия», теперь вот появилась и левая «Справедливая Россия», она заявила. Я не знаю, я думаю, что никто здесь присутствующих не хочет быть ни левой, ни правой ногой Кремля, потому что, как говорят в народе, в ногах правды нет. Вот. А вот душой нашей Родины, наверное, мы должны стать. Все сказанное на объединительной конференции всего лишь предстартовая разминка наших справедливоросов, давайте будем их называть теперь так. И уже на будущий год им на деле придется доказывать, что их слова и мнения достойны того, чтобы избиратели, население поддержало их выдвиженцев на выборах различного уровня, будь то Госсобрание нашей республики, либо муниципальные, местные, исполнительные и законодательные представительные органы власти. На сегодня все. До понедельника.